Армстар Казак Туран Еле. Сегодня я буквально недавно посмотрел видео общественного деятеля, писателя Салима Утегена, которого я уважаю, с которым у нас много общего именно в политических взглядах. Мы оба являемся националистами казахскими. И его видео было по теме Турана. Во многом я согласен совсем с тем, что он высказался, что 12 ноября созданный Союз тюркских государств — это хорошее дело, но все-таки стоит ли верить, доверять тем лидерам тюркских государств, которые сейчас правят в тюркских государствах? Диктаторы Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, где он говорит, что они являются проводниками и ставленниками фактически российского лобби. Я полностью согласен с этим, я всегда об этом говорил, что Назарбаев с 1984 года пришедший к власти, которого, я думаю, не без ведома КГБ Советского Союза продвигало его на должность председателя Кабинета министров Казахской ССР. Фактически он стал премьер-министром страны, вторым человеком после Динмухамеда Кунаева. В 1984 году, я повторяю это, в 1984 году, 1900. После того, как Советский Союз перестал существовать, рухнул, Назарбаев, самый последний, я повторяю, из всех 15 республик Советского Союза, объявил о своей независимости, потому что до последнего Назарбаев, как верный пес, верный нукер Кремля, до последнего ждал отмашки Москвы. Но Москва сама не могла разобраться, прежде всего, в себе. Там у них своя шла внутриполитическая борьба между Горбачевым, Ельциным и другими кланами, олигархическими группировками, которые поддерживались из Запада, в особенности Соединенными Штатами Америки. Это Ельцин поддерживался. Но не суть это главное. Главное в том, что Назарбаев, начиная с 1984 года, проводит политику советизации, политику Российской империи. Нынешняя путинская Российская империя это фактически империя, потому что она ведет очень агрессивные захватнические локальные войны. Вспомните Приднестровье, вспомните Грузию, вспомните Украину, Сирию, Ливию. Там, где Россия, там всегда какие-то военные конфликты. Nынешние заявления российских государственных деятелей Никонова, Федорова, Жириновского, того же Путина фактически, который заявил в 2015 году, что у Казахстана никогда не было государственности, пока не появился Назарбаев, и мы заберем те подарки, которые были незаконно отобраны, незаконно забрали фактически эти наши подарки. Имел он, со слов Федорова, депутата Государственной Думы, полковника в отставке, земляка Путина, Евгений Федоров, такой есть лидер Национально-освободительного движения России, который сказал, что Путин имел в виду Казахстан. Все эти потуги России, они очень опасны для нас. И Салим Утеген говорит, что он сомневается в Тюркском союзе, что нельзя верить. Я полностью согласен с этим. Конечно, да, так оно и есть. Тюркский союз, военно-политический союз нам необходим. Не просто союз тюркских государств на основе торгово-экономических, культурных, социальных каких-то отношений, а именно нам необходимо воссоздание военно-политического союза, военно-политического. Это очень большое имеет значение для нас, для Казахстана, потому что мы находимся между Россией и Китаем. Это две мировые империи. Как я ранее сказал, есть угроза со стороны России, потому что северные области Казахстана они считают своим подбрюшьем. А угроза с Китая также это то, что в школах, в начальных школах в Китае детей китайских обучают тому,
предмету истории, что восточные, юго-восточные земли Казахстана — это исконные земли Китая, которые были отобраны в 18 веке царской Россией. Понимаете, что Китай уже создает плацдарм для будущего, и проводит идеологическую пропаганду своих детей, нацеливая их в будущем на то, чтобы они постепенно, а может быть и прямо военным путем захватили эти восточные и юго-восточные земли Казахстана. У нас огромные территории. 9 место в мире мы держим по территории, но у нас малочисленное население. Особенно вы сами понимаете, что после геноцида сталинских времен, 30-х годов прошлого столетия, когда советская Россия 75% казахов уничтожила фактически своей политикой голодомора, геноцида. Это был геноцид, но наши официальные власти в лице Назарбаева этого не признают и не хотят поднимать этот вопрос, потому что боятся своих хозяев из Кремля. Так вот, я обосновываю, что у нас есть две большие угрозы Казахстану со стороны Китая и России. Поэтому Казахстан, опираясь на те исторические корни, этническую общность тюркских государств, может и должен воссоздавать тюркский мир, тюркскую цивилизацию, где основой этого тюркского мира является наша казахская нация, потому что мы как нация сохранили все традиции тюрков, тюрко-казахской цивилизации. Мы основа этого, об этом говорил Гейдар Джемаль, что возрождение Большого Турана возможно лишь тогда, когда возродится казахская нация, когда казахи восстанут, воспримут, когда они реально почувствуют себя независимым от России, от Китая государством, народом, нацией, прежде всего нацией. Вот. И об этом говорил профессор Висконсинского университета, этнический турок Карпат Камел, который говорил, что сохранение казахской нации очень важно, ибо казахская нация это является корнем, стержнем тюркской цивилизации. Поэтому идея Турана, идея возрождения тюркского мира, это идея не турков, это идея не каких-либо других тюркских народов. Это именно необходимость, идея, основа наша, казахская. Идея возрождения Турана это не проект Англии, США или Кремля, как об этом говорят некоторые провокаторы, агенты этих спецслужб, скорее всего, служащих на вот эти государства, на Россию и на Китай, которые искусственно, осознанно провоцируют, осознанно обманывают людей, говоря, что Туран это есть проект Турции по возрождению Османской империи. Нет, это не так. Туран это проект прежде всего казахской нации, это проект казахского народа. Империя Шингисхана, тюркские каганаты, Алтын-Орда, все это было Тураном. Империя Аксак-Темира, это все было Тураном, это все было нашим, тюркским, казахским в свое время. Поэтому необходимо умело отвечать провокаторам, агентам и понимать, что нам необходимо создание этого военно-политического союза, объединение тюркского мира с тюркскими государствами и народами, Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, плюс еще и Венгрия может, потому что она также является тюркской по своей сути. Это хунну, гунну, это кипчаки, которые в свое время переселились, откочевали в Восточную Европу. Вот. Почему нужен Туран? Вот это фактически ответ вам, чтобы Россия и Китай понимали, что территориальная целостность Казахстана это очень важный момент для нас, казахов, что мы не одни, что мы можем постоять за себя. Турция, как мы знаем, в военном техническом отношении является второй по вооружению, по своей силе после Соединенных Штатов Америки в Североатлантическом военном блоке НАТО. Фактически, когда мы будем создавать этот военно-политический союз Туран, то мы фактически станем членом НАТО. Мы фактически обезопасим свои территории, потому что Турция, являясь членом НАТО, она всегда будет защищать наши интересы, потому что турки, наши братья, турецкий народ, это выходцы с наших тюрко-казахских степей,
Понимаете это? И это наши братья. И не дай бог завтра, если кто-то пойдет конфликтом на одну из наших тюркских государств, Кыргызстана, там, Узбекистана или еще каких-то тюркских государств, мы тоже, казахи, должны поддержать их, мы тоже должны быть с ними вместе, плечом к плечу, защищать тюркский мир. Тюркский мир защищаем, мы защищаем свою родину, свой Казахстан. Об этом необходимо понимать. И мы, казахи, должны показать пример всему тюркскому миру, что мы братья для них всех, что мы готовы сотрудничать тесно. Но вот это заключение Союза тюркских государств, конечно же, вот и я согласен с Салимом Утюгеном, что доверия к вот нынешнему в виде Союза тюркских государств нету. Потому что там находятся Назарбаев и Токаев, Мирзиёев, тот же президент Туркменистана, которые оглядываются на Кремль. Но все же, я считаю, что это положена основа, база для того, чтобы мы в будущем могли создать военно-политический союз Туран. И цивилизация тюркского мира это 150-180 миллионов населения. Вы представляете? Это больше, чем Россия. В России сейчас фактически проживает 85 миллионов. Это возможности для торгово-экономического развития, культурного, социального развития. Это огромный рынок сбыта, как и огромный рынок для возможностей, для нас с вами, развития Казахстана, для развития малого и среднего бизнеса. К сожалению, мы сейчас заперты в этом Евразийском союзе, ОДКБ, ШОС, китайско-российские организации, которые сдерживают наши возможности, поставив наместника России и Китая Назарбаева вместе с Токаевым и Масимовым. Вот. Потом была создана концепция в этом Союзе тюркских государств 12 ноября, которую организовал, инициировал и предложил Назарбаев. Концепция 2040. Ну, смотрите, ну вот видите, даже в этой концепции видно, как Назарбаев препятствует возрождению Турана, возрождению тюркского мира. Вот эта концепция 2040, она рассчитана фактически на 19 лет. Что будет за эти 19 лет, никто не может сказать, никто не может знать. Это, как всегда, это обман Назарбаева, профанация. Помните, в 1997 году Назарбаев представил послание «Казахстан-2030», которое потом в 2012 году было объявлено, что оно досрочно было реализовано. Тоже обман и фикция, ничего не было достигнуто. Потом Назарбаев объявляет «Казахстан-2050». Теперь Токаев пришел, который объявил «Казахстан-2060». Кто будет жить в этом, еще непонятно. Вилами по воде писано, что за это время может случиться. Понимаете, может быть, Казахстан вообще может исчезнуть. Поэтому такую концепцию 2040, как это предложено было Назарбаевым, я считаю, оно необоснованным, оно не выдерживает какой-либо критики, ее необходимо просто уничтожить, выкинуть ее Назарбаеву, чтобы он сходил в туалет с ней. Почему? Потому что нам необходимо создавать концепцию 2026. Вот в течение этих 5 лет мы можем тесно наладить торгово-экономические, культурные, социальные, политические связи именно за 5 лет. Потому что мы граничим с Кыргызстаном, мы граничим с Узбекистаном, мы граничим фактически с Туркменистаном. Мы через Каспийское море граничим с Азербайджаном. Вот. Через Азербайджан мы можем тесно общаться с Турцией. Какие 19 лет? Вы что? Сейчас век информационно-технологических возможностей, глобальных вот этих глобальных открытых границах фактически, да, информационная граница открыта. Все у нас есть возможность для того, чтобы это все развивать в течение буквально там 3-5 лет. Но видите, даже здесь, в этом, Назарбаев предлагает 2040, чтобы до 40-го года мы там что-то пытались сделать, создать. Видите, налицо яркий пример того, что Назарбаев это ставленник Москвы, которая предложила, ну, уже безвыходная ситуация, потому что тюркские государства объединились, да, их созвали, Эрдоган, и теперь они предлагают 2040. Я говорю, 19 лет надо. Для чего 19 лет? Они Евразийский союз там в течение 2-3 лет решили создать. А мы что, не можем сделать это в течение 5 лет максимум?
Я даже думаю, что в течение 2-3 лет это можно было сделать. К сожалению, эта концепция была принята, но я думаю, что если мы, патриоты, казахские националисты, я являюсь инициатором движения Туран, если мы придем к власти, мы будем, конечно, оперативно продвигать идею возрождения военно-политического союза Туран. Военно-политический союз Туран, он нужен нам именно отвечающий нашей внешней политике. В политике у нас есть внутренняя и внешняя политика. Именно во внешней политике мы должны акцент сделать на создание военно-политического союза Туран, объединение тюркских братских государств. Это очень важно, повторяю, не от того, что там я, допустим, какой-то представитель или продвигающий идеи там возрождения Османской империи. Нет. Возрождение Османской империи и возрождение Турана — это разные понятия, это разные вещи. Ореол Османской империи это другая территория, это другие возможности, это другая духовность, это другая культура. Неоосманизм основан прежде всего на очень сильном влиянии ислама. Неоосманизм это связь с арабо-исламским миром. Наш Туран это прежде всего объединение всех тюркских государств. Вне зависимости от вероисповедания. Тюрки могут быть как мусульманами, как тенгрианцами, как атеистами, как коммунистами, как социалистами, как либералами западных ценностей. Но общее понятие и общий мир наш — это тюркский мир, это Туран. Поэтому мы, несмотря на наши религиозные различия, вероисповедания, мы должны объединяться именно в военно-политическом союзе Туран. Идея пантюркизма, тюркизм, вот наша основная идеологическая основа. Понимаете это? Это продолжение дела великой партии Алаш Алихана Бөкейханова 20 века, национал-демократов. Мы, движение Туран, это движение национал-демократов. Если вы меня поняли, напишите комментарий. Если не согласны с чем-то, пишите свои мнения, делитесь. Я попытаюсь ответить вам на ваши вопросы, на вашу критику. Конечно, и будут провокаторы, которые будут говорить, что Туран это невозможная вещь. Нет, это возможно, это наша история. Тысячелетиями существовал тюркский каганат, империя Шингисхана, Алтын-Орда, империя Ахсак Тимура. Это тысячелетие. Оно было, оно есть и оно будет. К сожалению, сейчас оно в очень тяжелом положении. Нас тюркский мир растаскали по частям, разобрали нас по запчастям фактически. Россия это территория 80% тюркских народов. Татарстан, Чувашия, Башкортостан, Тыва, Хакасия, Якутия, Саха, Китай, Синьцзянь-Уйгурский автономный округ. Это Уйгурия, это Восточный Туркестан. Это или казахский округ, где территория наших казахов, за которую в свое время воевал наш последний великий батыр Оспан Батыр. Поэтому я говорю, нам необходимо объединяться, необходимо поддерживать идеи Турана. Что такое идеи Турана? Я всегда об этом говорю. Идеи Турана это, первое, это казахский национализм, тюркизм. Это возрождение нашего языка, нашей истории, нашей культуры, нашего национального самосознания, казахского самосознания, сохранение наших обычаев, традиций. Это очень важно, это наша духовность. И если не будет этой духовности, мы просто заблудимся. Мы будем воевать в Сирии, мы будем воевать в Ливии, там еще в других каких-то странах за какие-то чужие духовности, духовные ценности, за чуждый нам арабо-исламский мир фактически. Мы тюрки, и это надо понимать. Сейчас сколько казахов гибнут в Сирии, сколько детей сейчас находится в Сирии, которых учат чему? Учат воевать, учат убивать. Кәпірді өлтіреміз дейді. Олар осылай айтып жатыр. Ол әлеуметтік желілер көруге де болады. Осындай қазақтың жас балалар осындай сөздерді айтады. Біз кәпірлерді өлтіреміз деп. Ол нақты сұмдық қой. Көрдіңіз ба? Мен оны қолдамаймын. Содан соң бізге нақты түркі әлемін, түркі қазақтың ұлтшылдықты, ұлт сана сезімді қайта көтеру керек. Второе, это
Это смена авторитарного политического режима диктатора Назарбаева, который является ставленником Москвы, ставленником Кремля, который проводит всю политику, отдал нас под российское Евразес, ОДКБ, под китайский ШОС, открыл дорогу китайской экономической экспансии, распродал все наши природные богатства. Третье, это, извиняюсь, второе еще продолжение, это нам создание демократического парламентского государства. Оно необходимо. Народовластие, тюркское, казахское, намадическое. На основе кочевой демократии, которая когда-то была у нас всегда. У казахов не было такой диктатуры страшной. Мы в любой момент могли избрать другого хана. Покинув, допустим, какого-то диктатора, хана, мы могли просто назначить, избрать на белой кашме другого хана. Такая была у нас кочевая демократия. Третий момент, это обязательно, очень важно, если мы будем строить демократию, народовластие, то нам обязательно необходимо вернуть в собственность государства стратегически важные доходные сферы в экономике, такие как нефтедобыча, газодобыча, цветная металлургия, электроэнергетическая отрасль, горнодобывающая промышленность, банковская система, общественный транспорт, железные дороги, строительство. Это обязательно должно быть, потому что, как мы видим, что нефть, что цветмет, что газ, все уходит в руки олигархов Назарбаева. Мы не должны допустить, чтобы в будущее, допустим, пришедшая власть также сидела на основе олигархического экономического базиса. Экономика должна быть у нас не олигархической, как у нас это сейчас, а государственной, национально-государственной. Именно стратегически важные сферы. При этом мы будем развивать малый и средний бизнес. Частное предпринимательство будет. Но в малом и среднем бизнесе мы будем предоставлять 5 лет, минимум 5 лет налоговых каникул, на 5 лет беспроцентные кредиты, когда в течение 5 лет малый и средний бизнес заняты на производстве товаров, будет дана ему отсрочка на уплату низких, не то что беспроцентные кредиты будут, на оплату кредита. После 5 лет он будет оплачивать этот кредит, когда он станет на ноги, когда малый и средний бизнес его почувствует уверенность в себе, когда станет на ноги. Вот тогда мы будем развивать и малый и средний бизнес, и государственный будет у нас, государственный контроль над стратегически важными сферами экономики. Это смешанный тип экономики. Мы самое лучшее возьмем в капиталистическом экономической модели и в социалистической экономической модели. Это практикует Норвегия, где 75% экономики находится под контролем государства. И это самая богатая страна в мире по индексу человеческого развития. Уже более 15 лет Норвегия находится на самых высоких позициях по индексу человеческого развития. Не по ВВП имею в виду, не по показателям там дохода, а именно по индексу человеческого развития. То есть этот индекс отражает именно отношение государства к людям, к защите, к социальным благам наших людей, норвежских людей. И вот то же самое будем делать мы, движение Туран, которое в будущем станет партией Туран. Я надеюсь на это, на вашу поддержку прежде всего. Вот. Потом, как я говорил выше, нам необходимо именно во внешней политике это создание военно-политического союза тюркских братских государств. Аблязов с критикой в мае этого года с критикой отнесся к идее Турана. Но это что такое? Это либо лобби Москвы, где он находится под контролем агента ФСБ Людмилы Козловской, которую в демократической Украине ищет ее за факты измены родине, измены Украине, своему государству. Вот. Либо это просто незнание истории, это оторванность от казахской духовности, от казахских корней. Вот. Только это. Поэтому любой вопрос, если надо будет, с Аблязовым, и я это предлагал ему не раз, я 3 раза его вызывал на дебаты по теме национализации недропользования, по теме идеи Турана с критикой, когда он наехал. Вот по этим моментам, но он не вышел со мной. В любом случае, мы, движение национал-демократов Туран, продолжатели дела национал-демократов партии Алаш Алихана Букиханова. Подписывайтесь на наш YouTube канал, потому что мой первый YouTube канал был удален, второй YouTube канал был удален.
Теперь вот я создал движение, YouTube канал Движение Туран. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим мнением со всеми своими близкими в социальные сети, WhatsApp и Telegram. Поддержите нас, потому что нас давят со всех сторон. Нас не пиарят провластных, как вот провластных лже-оппозиционеров, там, Мамая, там, Ельтрегы, их пиарят, им дают возможность. Для нас этой возможности нету. Солай, Казак, Туран елі, алға!